Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета на концерте заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Башкортостан, лауреата Национальной оперной премии «Онегин», кавалера ордена Салавата Юлаева Аскара Абдразакова. Сегодня, в преддверии прекрасного весеннего праздника Международного женского дня, Аскар Абдразаков посвящает свой концерт вам, милые дамы. Женская красота, доброта, любовь всегда вдохновляли и вдохновляют творцов на создание художественных произведений. Программа вечера соткана из сочинений разных авторов. У каждого своя история любви, но объединяет их одно – музыка. Жорж Бизе, антракт к 4-му действию оперы «Кармен», исполняет симфонический оркестр театра, дирижер, победитель международных конкурсов, дирижер Мариинского театра Владислав Карклин. Сегодня значимый для культуры республики день. Оказывается, сольных концертов у Аскара Абдразакова на родной сцене не было почти 2 десятилетия. И, конечно же, это волнительно не только для него, но и для коллег-музыкантов, искусствоведов и всех, кто пришел сегодня его поздравить в этот день. Это действительно волнительно. Но волнительно не с точки зрения того, что вот волнительно для Аскара, а мы просто волнуемся от радости, которую мы сейчас испытываем, что нам предстоит сегодня услышать замечательный праздник, сольный концерт Аскара Абдразакова. Его, да, шикарным искусством, да. голосом. Мы ожидаем с большим трепетом этот концерт. На протяжении веков все мировые гении воспевали любовь.
Чувство, что возвышало героев над их реальностью. Чувство, которое становилось их движущей силой. Одним из таких романтических героев является Дон Кихот. К образу странствующего рыцаря обращались многие авторы в разные времена. В первом отделении концерта вы услышите произведения 3 французских композиторов, которые отобразили этот прекрасный образ в музыке. И первый из них – это Жак Ибер. Вы услышите сейчас 4 песни Дон Кихота из кинофильма «Дон Кихот». Первая песня «На отъезд Дон Кихота». Под звуки этой песни герой выезжает на поиски подвигов и приключений. Вторая песня – песня к Дульсинее. Дон Кихот поет, сидя на морском берегу, и вспоминает свою возлюбленную. Третья песня звучит Дон Кихотом для герцога во время праздника, устроенного, чтобы посмеяться над бедным рыцарем. Но Дон Кихот сохраняет достоинство и поет 3 строфы о возвышающей любви. Четвертая песня «На смерть Дон Кихота» образует кульминацию цикла. Это прощальный монолог рыцаря. Жак Ибер. 4 песни Дон Кихота из кинофильма «Дон Кихот». Слова Пьера Рансара и Александра Арну. Исполняет Оскар Абдразаков. Des fils, trop riche de marbre et de porphyre, qu'amour bâtit château de son empire, où tout le ciel a mis son artifice. Força le cœur à lui faire service. C'est un château fait de telle sorte que nul ne peut approcher de la porte. Si de grands rois, il n'a sauvé sa race. Victorieux, voyons et amoureux, nul chevalier soit aventureux sans être tel, ne peut gagner la place.
Un homme dure la journée, si je ne vois ma Dulcinée. Mais amour apaise son visage afin d'adoucir ma longueur. De la fontaine le nuage et chaque aurore et chaque fleur. Un homme tire la journée, si je ne vois ma Dulcinée. Toujours proche, toujours lointaine, étoile de mes longs chemins. Devant ma porte son haleine, quand il passe jusque Jasmin. Un homme dure la journée, si je ne vois ma Dulcinée. Je vais chanter ici la dame de mes songes qui m'exalte au-dessus de siècles de goût. Roma que mi Roma est vierge de mes songes, la rose s'obscurcit et la rendrait l'hommage. Pour elle, j'ai tenté les hautes aventures, mon bras délivré, la princesse servage. Je vais aller chanteur, confondu les parjures, et ployer l'univers pour rendre qui me soit prisonnier de la conséquence. Je soutiens contre tout, chevalier téméraire, votre éclat non pareil et votre décellence.
Во-первых, огромная благодарность нашему Оскару Абдразакову за то, что он нам много лет тому назад подарил вот эту радость того, что наш парень из Башкортостана стал известным практически на весь мир. Знаменитым Красивый басом. парень, да, Такой, красивый, да. такой успех профессиональный вот нашей башкирской вокальной школы и нашего знаменитого педагога Мельшу Галиевны Муртазиной. И вот он открыл дорогу многим дальнейшим нашим знаменитостям в оперном искусстве, которые сейчас прославляют вот наше вокальное искусство. Он много делает для того, чтобы вокальное искусство распространялось среди любителей пения, и он является эталоном в этом смысле. И ему большое спасибо за его вот эту общественную деятельность, которую он на широкую ногу поставил у нас в городе. Хочу добавить большая благодарность Оскару Амировичу за наш совместный дуэт, эстрадный дуэт. Наверное, многие уже слышали «Башкортостан. Жемчужина Урала». Мы исполнили 2 года назад на праздновании Дня Республики Башкортостан. И у нас впереди еще очень красивый дуэт в День семьи по федеральному каналу. Наша республика, вся страна насладится. Петр Чайковский. Испанский танец из балета «Лебединое озеро».
Оскар Амирович участвовал как режиссер, 2 постановки под его руководством осуществлены, «Дон Кихот» и «Садко». Конечно, это ярчайшие спектакли на сегодняшний день в нашем спектакле. Плюс ко всему там еще участвует талантливый художник Иван Складчиков, который умеет создать сказку на сцене. И вот в совокупности это, конечно, тоже большой праздник для зрителей. Ну и хочу сказать, что с приходом Оскара Амировича наш театр резко двинулся вперед и ввысь, можно сказать так. Потому что у него стали другие границы, расширились границы нашего театра. Наш театр гастролирует в Большом театре и в Санкт-Петербурге, в Москве. Так что у нас большие возможности у нашего театра появились с приходом Оскара Амировича. Еще Академия оперного искусства Оскара Абдразакова. И он в некотором смысле своих коллег еще трудоустроил. Да, можно сказать, что Оскар Амирович нам дополнительно еще работу подкинул, так по-простому сказать. Мы очень рады, что он пригласил меня, вот, например, в качестве педагога в свою вокальную академию и нашу коллегу Эльвирочку Фатыхову. Мы с удовольствием работаем у него в вокальной академии. Он ведет нас, в общем, он наш флагман, он наш капитан. Мы за ним смело сели в его корабль и смело за ним следуем. Опера Жюля Масне «Дон Кихот» стала последним триумфом композитора и одной из самых крупных форм музыки, посвященных рыцарю печального образа. Оскар Абдразаков, один из лучших исполнителей роли Дон Кихота, поставил эту оперу на сцене нашего театра, после чего редкая жемчужина оперного репертуара стала настоящим украшением Башкирского театра оперы и балета. И сейчас прозвучат 2 фрагмента из этой оперы. Жюль Масне, ария Санчо Пансы из оперы «Дон Кихот». Исполняет народный артист Республики Башкортостан, лауреат национальной оперной премии «Онегин» Владимир Копытов. Comme passer de bien, de ce coquille et ses patanes, de ces matins et ces bavardes, de le milieu révolien. Regardez-nous ce bête de robe qui passa les sales yeux, et par les rues trotte, et des filles jeunes et vieux. Regardez, regardez. Pourquoi ce sont maquillés? Pourquoi ces regards qui brillent? Pourquoi? C'est qu'il a vu s'accroupir une porte d'herbe, par où va s'évanouir cette coquine béguinée. Ici est mal créé pour le malheur du sexe masculin. Que les ailes d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique, que les ailes en enfant, Camus, Aquilon, que les soins brûlent, rousses, blondes, la tête de Dieu, mais c'est rôde, nous sommes les souris de ces êtres-là. L'homme est une victime, il est mari de l'homme est une victime, il est mari de
Пока нет. Пока нет. Как бы, представляете, да, оперное пение и хоккей на льду. Да. Знаменательно для Оскара Амировича и уфимской публики мы поздравляем и вас. Единственный из его коллег вы, Владимир Копытов. И, конечно же, очень было приятно, душевно услышать вас здесь вдвоем вот в этой знаменательной вашей роли Санчо Панса. Это одна из замечательных и знаковых ролей у меня. И с удовольствием его пою всегда. Ну а выступление Оскара – это всегда праздник, в котором участвует просто удовольствие. Я с удовольствием сегодня это все делал. Ваши Для своего пожелания, друга. коллеги. Я желаю ему только звучания, здоровья, любви, вдохновения. Это все. Это вот все для тебя, родной. Заключительная сцена из оперы «Дон Кихот». Исполняют Владимир Копытов и Оскар Абдразаков. Sancho, mo Sancho, ну зелену ките, игра
vas-tu me regretter? Déjà, tes yeux revoient le village où tu fus enfant, et te voici rêvant au bois mystérieux de la terre natale. Non, non! Oh pauvre, c'est la chose fatale. Si n'est que mon enfant, tu veux vivre, et je meurs. Mon maître, mon maître! Je vis le chef de mon seigneur, j'y luttais pour le bien, je fais la bonne guerre. Oh! Sancho, je te promis la guerre du coteau, du château, mais munir, fertile, c'était tout simplement que je voulais savoir. Grâce-t-il, il est toujours à mon pouvoir de te donner ma flotte azurée, mon secret, elle est belle, plaisante, et ce livre de rêve. Ne pleurez pas, Sancho, oh bon, oh grand Sancho. Laissez-vous délasser, oh mes amis cachants, vous a qui fait mon gras, à cet ami apôtre, je meurs. Fais ta prière et dis-la
темнота. Мы все в радостном предвкушении. Вот-вот и начнется тот самый концерт. А концерт долгожданный, этот сольный. Ваше предвкушение. Что вы ждете от этого концерта? Ну и, конечно же, и пожелания. Ведь год-то юбилейный. Ну, конечно, мы все в предвкушении в сладчайшем, потому что давно не слышали, на самом деле, концерт Оскара Амировича. Я думаю, что он нас, как всегда, порадует. Хотим пожелать Оскару Амировичу в этот юбилейный год творческих, конечно, достижений. Очень благодарны, что он поднял наш театр до мирового уровня. Здоровья ему, счастья. Надо еще помнить, что именно в последние годы две его премьеры, именно режиссерский дебют, был на родной сцене. Это Жюль Масне, Дон Кихот и выдающийся Садко, самый, по-моему, красивый на российской сцене. Да, конечно, мы посмотрели все его премьеры последние. Конечно, в восторге и преисполняет гордость за то, что на нашей башкирской сцене такие великолепные вещи, поставленные на высоком уровне, ну и, конечно, с нашими артистами и приглашенными. То есть мы очень гордимся нашим театром во главе с Оскаром Амировичем. Я могу только добавить, что действительно наше оперное искусство является одним из ведущих в нашей стране, не только в стране, в мире. И мы просто рады, что у нас есть такие большие, великие артисты Абдразаковы. Творческих успехов! Второй день весны начинается с истории любви, которую дарит нам Оскар Амирович Абдразаков. Наш любимый певец, и весну мы в этом городе начинаем с его сольного концерта. И, конечно, хочется сказать, чтобы, наверное, этот юбилейный год для Оскара Абдразакова был одним из самых творчески реализованных, потому что мы его знаем творчество очень давно. Мы начинали его слушать, когда он был просто исполнитель, но его голос завораживал нас всегда. Вот. Мы жили когда-то по соседству с Оскаром, и естественно, мы гордимся нашим вот таким земляком. Ну и хочется пожелать, чтобы он чувствовал себя абсолютно счастливым человеком, потому что только счастливый человек, наверное, может реализовать все свои мечты. А еще он может осчастливить большое число людей. Это уфимскую публику. Полнейший аншлаг сегодня. Ваш супруг? Абсолютно согласна. Ну, от души, конечно же, сегодня праздник. Праздник любви, можно сказать. Ну и Оскару творческих побед и новых успехов. А ведь любой его успех – это в копилку в искусство Башкортостана. Вот в чем значимость его достижений. Его имя записано в историю нашего оперного искусства. И его имя звучит на сцене и в городе Москве, и в Санкт-Петербурге. Он узнаваем, и мы этим очень сильно гордимся. Еще один факт. А ведь в 19 лет он стал уже народным артистом Башкортостана. Кстати, надо вспомнить об этом. Ну да, вот мы с тех пор, наверное, вот и начинаем его слушать. С тех пор мы уже знакомы, с тех пор мы его слушаем и гордимся им. Александр Глазунов. Панадерос из балета «Раймонда».
завершении первого отделения прозвучит еще один вокальный цикл, посвященный Дон Кихоту. Марис Равель. 3 песни Дон Кихота к Дульсинее. Слова Поля Марана. Все 3 песни имеют название, и в этих названиях и определяется образный и эмоциональный строй этих песен. Первая – романтическая песня, гимн преданности Дон Кихота Дульсинее. Эпическая песня, смиренная мольба рыцаря Богу о благословении и защите. И третья песня – застольная. Исполняет симфонический оркестр театра и Оскар Абдразаков. Марьяма Аминовна, я тетя Оскара. Сегодня, наконец-то, я почувствовала, что пришла весна. Когда со сцены поздравляет такой знаменитый наш Оскар и поет такие, самые, наверное, яркие отрывки из премьер, которые мы с удовольствием наблюдали на нашей сцене, мы очень довольны, женщины особенно. Спасибо. Аида, ты не первый день в театре и не первый день на сцене. Каково видеть Оскара Абдразакова одного? Целый вечер один. Без спектакля, без грима, без театральных костюмов. Вообще у меня завтра спектакль, и 5 числа есть спектакль. «Золотое зернышко». Придем. Я выступаю с Савенком, и... А сегодня мы с удовольствием слушаем папу, да, Бусин? Да. Без грима он тоже хорош, да? Аида, это, наверное, счастье для ребенка расти в театре. Насколько сложно тебе расти в театре? Мне вообще не сложно расти в театре, потому что выступать это не очень тяжело, наоборот, очень нравится выступать. Я уже с 4 лет выступаю в театре в этом. Аида, а теперь пожелание отцу, папе, Оскару Амировичу. Вот сюда. Скажи, вот смотри на дядю и пожелание. Папа, я хочу, чтобы ты всегда был бодрым и всегда был счастливым, чтобы у тебя сейчас все получилось. Умница, Аида. Неси это высокое звание дочери высоко-высоко и достойно. Наталья Сергеевна, ваши пожелания в этот торжественный и очень для вас волнительный день? Я хочу своему супругу любимому, моему рыцарю, моему Дон Кихоту пожелать звучания. Он так готовился к этому концерту, он так любит зрителей, он так ждал сегодня зрителей, он ждал своих друзей, он ждал родственников. Поэтому ему звучание, вдохновение, а мы всегда с ним рядом, мы его поддерживаем, любим. И я хочу пожелать, конечно, ему новых опер, новых арий, новых премьер и, конечно, мы... Новых спектаклей, как режиссеру. Как режиссер, да. И, конечно, мы будем ждать с нетерпением его юбилейного концерта, который будет немного позже. С любовью к своему мужу. Des yeux que la terre à ta tournée vous offensa, je lui dépêcherai passant. Vous la verriez fixe à cette terre. Si vous me disiez que la nuit vous vient de cette trop floridastre, déchire les dés cadastre, je faucherai de coups la nuit.
que l'espace, ainsi bénin ne peuple point. Chevalier d'hier à la Savoie, je dois le relève qui passe. Mais c'est vous deux yeux que ma sang est plus à moi qu'à vous, madame. Je blêmirai tout sous les blâmes. Et je mourrai vous bénissant. Choisir pour lui complaire, il a défendre. Bon Saint-Michel voyait descendre avec ses Georges sur l'autel de ciel, bénissez mon âme, et Sénégal la piété, et Sénégal la piété, comme empire et chasteté. Saint-Michel, voyez que veille sur ma veille, ma douce dame, si pareille à vous, madame. Déjà libre maîtresse, qui j'ai que plein serment d'être toujours ce Panama qui me détend dans son ivresse. Je bois à la joie est le seul but que je veux toi lorsque j'habite. La joie,
je qui pleurais serment d'être toujours séparément, si me de longue guerre d'ivresse. Je bois la joie, elle se débite, je fais droit, lorsque je bute, la joie, la, je bois la joie. Сегодняшний праздник весенний, это «История любви» называется концерт. Для нас такой день национальной гордости за Абдразакова, Аскара, ну и, конечно же... Цепляюсь этим словам, да, именно наша гордость. Абдразаков и старший, и младший, и еще старший, и Амир Агай, и Аскар, и Ильдар – это наша гордость. Мы их обожаем, мы их ценим, мы их любим, мы гордимся ими. Как волнительно, что сегодня вы упомянули Амира Габдульмановича Абдразакова, выдающегося телережиссера, кинорежиссера, основателя киностудии Башкортостана. Всегда смотрели за его творчеством, следили, обожали. Очень грамотный, очень интеллигентный. И таких сыновей воспитал. Не уважать, не обожать его просто невозможно. Поистине уникальная семья. Уникальная. Гордость нашей Башкирии, гордость нашей страны. Для нас радостно, что он несет не только свое личное творчество, но и искусство Башкортостана на новые высоты. За последние 5 лет пребывания в этих стенах в качестве художественного руководителя Аскара Амировича он изменился. Столько премьер мы наслаждаемся, столько их 5 или 6, ни одного спектакля не пропускаем. И все аншлаги. Настолько уважение чувствуется народу. Вот это мы чувствуем. Петр Чайковский. Полонез из оперы Евгений Онегин. Исполняет симфонический оркестр театра дирижер Владислав Карклин.
Самира, как часто ты бываешь в театре, на концерте? 4 или 5 раз в год. А есть у тебя любимые певцы? Да, Оскар Абдразаков. За что мы любим нашего Оскара Абдразакова? Я люблю Оскара Абдразакова, потому что он очень хорошо поет, очень красиво, и у него очень хороший артистизм. Ваши пожелания, Самира, Оскару Абдразакову? Чтобы он был таким же хорошим певцом, и чтобы у него было много друзей тоже хороших певцов. Спасибо, Самира. Петр Чайковский. Ария Гремина из оперы «Евгений Онегин». Исполняет Оскар Абдразаков. Возрасты покойны, ее порывы благотворны, юноша в рассвете лет, едва увидевшему свет, скрывать не стану. Безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья. Жизни молодость, да молодость еще. Среди лукавых, малодушных, шальных, балованных детей, злодеев и смешных, и скучных, тупых, привязчивых судей, среди кокеток богомольных, среди холопьев добровольных, среди вседневных модных сцен, учтивых, ласковых измен, среди холодных приговоров, жестокосердой суеты, среди досадной пустоты, расчетов дум и разговоров. Она блистает, как звезда во мраке ночи. Небе чистом и мне является всегда в сиянии ангела, в сиянии
озаревшему свет и закаленному судьбой бойцу с седою головой. Онегин я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла, как солнце луч среди ненастья. Мне жизни молодость, да молодость еще. Петр Чайковский. Вальс цветов из балета «Щелкунчик».
день не только праздничный для Главного театра республики, но он еще такой значимый в профессиональном отношении, такой профессиональный праздник. Волнительный, конечно, и для его коллег, и для вас, Фарит Агай. Потому что, несмотря на большое число премьер, спектаклей, концертов, праздников, сольный концерт для артиста редкое почему-то явление. Особенности, как ни удивительно, для Оскара Амировича. Мы имеем в виду родную сцену, где он не выступал с сольным концертом, говорят, более 15 лет. Оскар Амирович щедро делится своим высочайшим талантом, своим таким чудным голосом, такими уникальными программами. Я хотел вспомнить концерт, посвященный Амиру Абдразакову, отцу, «Сыновья мои крылья» с Ильдаром. Оскар Амирович, конечно, он один из таких ярких исполнителей мирового масштаба, который покорил все, в общем, сцены мировые. Но я знаю его с первых шагов, когда вот у нас проводился фестиваль имени Глинки. Представитель жюри, наша незабвенная Архипова Ирина Константиновна, которая, в общем-то, является первооткрывателем братьев Абдразаковых и для России, и для всего мира. Это дар. Конечно, потом началась карьера мировая Оскара Амировича. Вот. Но я с ним еще встретился в Большом театре, я, будучи на стажировке. Была ситуация, когда перед премьерой оперы Верди «Набук» была проблема с басом, главным исполнителем. Срочно вызвали Оскара Амировича, он прилетел из Нью-Йорка, из Метрополитена опера. Вот. И сходу он вошел в спектакль и спел великолепно эту оперу. Сегодня мы имеем такую вот счастливую возможность, у нас такого мирового уровня исполнитель является художником нашего театра. И очень много за это время он сделал, поэтому я бы сказал, что один из таких патриотов, это, знаете, имея вот такую возможность просто петь везде, на всех сценах, он был востребован. Вот. А работать, вот это вести работу в нашем театре, поднимать ее, кстати, на мировой уровень, это тоже дорого стоит. Вот. И мы сегодня видим любовь и уважение уфимской публики, и каждый его выход, возможность еще раз порадоваться за наш театр, испытать чувство счастья, что у нас есть такой вот исполнитель, такой певец. Петр Чайковский, слова Алексея Толстого. Серенада Дон Жуана. Гаснут дальние бухары, золотистые края. Но призывный звон гитары, выйди, милая моя. Всех, кто скажет, что другая, здесь равняется с тобой. Всех любовью сгорая, всех зову на смертный бой. От лунного света зардел небосклон. О, выйди, не света, о, выйди, не света, скорей на балкон. От Севильи до Гренады в диком сумраке ночей раздаются серенады, раздается стук мечей. Много крови, много песней для прелестных льется дам. Я же той, кто всех прелестней, все песни, кровь мою отдам. От лунного света зардел небосклон. О, выйди, не света, о, выйди, не света, скорее на балкон.
Оскар Абдразаков для меня это не просто имя, это для меня большая часть моей жизни, потому что Оскар для меня друг, соратник, партнер. Мы много лет дружим, с семьями, можно сказать. Знаю я его с 16 лет. Оскар для меня, конечно, это человек с большой буквы «Ч». Это не просто певец, это общественный деятель, это человек, насыщенный многогранными талантами. Талант общаться, таланты дружить, таланты любить. Это настоящий большой человек. Плюс ко всему, его профессия, конечно, накладывает отпечаток, и он большой артист. Артист с большой тоже буквы. Мы вот недавно пели с ним спектакль «Дон Жуан» Моцарта. Он вводился в нашем спектакле в Дон Жуана. Это для нас был тоже огромный праздник. И, конечно, когда Оскар устраивает вот такие вечера для нас, для артистов, для коллег, для зрителей, видно потому, что ни одного билета в кассе не осталось, все билеты проданы, ни одного свободного места в зале. Это говорит само за себя. Он наш большой артист, большой друг. И для публики это, конечно, всегда большая радость. Это большой корпоративный праздник. Не то слово. Праздник. Я всегда говорю, Оскар, когда ты выступаешь с нами на сцене, когда ты появляешься в театре вот в качестве не просто художественного руководителя, а в качестве артиста, соратника, это для нас всегда огромный праздник. Вольфганг Моцарт. Канцонетто Дон Жуана из оперы «Дон Жуан». Vieni alla finestra, oh mio tesoro, vieni a consolare il pianto mio. Se ne viene di dar qualche ristoro davanti agli occhi tuoi morir voglio. Tu c'hai la bocca dolce più del miele, tu che le zucchero porti in mezzo al cuore. Non esser gioia mia con me crudele, lasciati almen veder il mio bell'amore. Модест Мусоргский. Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха. Жил-был король, когда-то при нем блоха жила. Блоха, блоха. Милей родного брата, она ему была блоха. Блоха, блоха. Зовет король портного, послушай ты, чурбан, для друга дорогого шей
Плохе кафтан. Плохе кафтан. Плохе кафтан. Вот золото и бархат, блока наряжено, и полная свобода ей при дворе дана. Плохе. Плохе. Король ей сан министра, и с ним звезду дает. За нею и другие пошли все облаки в ход. И самой королеве, и фрейлинам ее от блох не стало моти, не стало и житья. И тронуть-то боятся, не то чтобы их бить, а мы, кто стал кусаться, тот час давай душить. Петр Чайковский. Адажио из балета «Щелкунчик».
романтический герой на сцене, вы в жизни романтический? Конечно. А уже разве не видно романтику? Самый главный романтик Да. большой оперы. Сергей Рахманинов. Слова Александра Пушкина. «Не пой, красавица, при мне».
настроение, естественно, замечательное. Такой торжественный подарок, концерт Аскара Абдразакова. Именно сольный концерт, которого вот мы ждали 15 лет. И действительно такое настроение замечательное. Начало весны, совпадение с этим праздником, с сольным концертом. Мы очень его любим, всегда посещаем. Ни один концерт не пропускаем. И, естественно, что еще сказать? А учитывая, что год юбилейный, мы этот год в этом воодушевлении-то и проведем, наверное. Я его знаю уже лет 13, поэтому для меня он остается все таким веселым, озорным мужчиной. Аскар, я желаю себе всегда быть в авангарде и видеть тебя не только на башкирской сцене, но и на российской. Георгий Свиридов, Маритана. Из музыки к спектаклю «Дон Сезар де Базан». Король Кастилии однажды влюбился в девушку красу. Женившись песней юной жницы, когда охотился в лесу. О, Маритана, моя Маритана, я никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя. Накинув плащ и сдвинув шляпу, смиренно к ней явился он и клялся страстно юной деве, что только ею он пленен. О, Маритана, моя Маритана, я никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя. И тот король, вы мне поверьте, был страстно в нею пленен. И королевою Кастилии за песни жницу пробовал он. О, Маритана, моя Маритана, я никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя.
Все доброе, спасибо. Спасибо. Ой, привет! А мы фотографируем. О, Светик, привет. Спасибо тебе. Наконец я хорошо. Да. Ой, любовь моя. Моя крестная. Да ты что, есть? Да. Меня Светлана Андваровна книжек Олег. Да? Классно. Привет. Спасибо. Поздравляю. Привет. О. Привет. Спасибо. Спасибо. Ой. Ребят, а? Да ну ты что? Это закулисье театра. Особенная атмосфера сразу же после спектакля, концерта, после таких торжеств оказаться именно за этими занавесками святая святых. Атмосфера невероятная послевкусие. Эльвира ваша. Ну, какое послевкусие? Конечно, очень приятное. Сегодня Оскар вообще очень удивил нас. Ну, собственно, мы-то, конечно, его знаем в этом амплуа, да, как он очень тонко исполнял камерную музыку, французскую музыку в первом отделении. Я думаю, что публика вообще впервые слышала, насколько он ее чувствует, как он ее проникновенно исполнил. Это было что-то потрясающее. Второе отделение, оно, конечно, уже более такое знакомое для публики, музыка знакомая, известная, уже такая заводная. Вот. И вот этот контраст, он просто замечательный, да, то есть показать, какой он разносторонний, разные грани его таланта. Это замечательно. И он, знаете, вот как вино, которое с годами становится только вкуснее, лучше, да, ароматнее. Вот у него голос, как-то вот он, правда, какими-то красками благородными все больше и больше обрастает. Я очень рада за него. Замечательный концерт. Светлана Анваровна, годы учебы не только связывают вас. Вы, конечно же, уже как профессионал смотрите на человека, который вышел из главной кузницы вокальных кадров в Башкортостане. Институт искусств имени Загира Исмаилова. Каким предстает Оскар вот сейчас, на этом этапе? Я его вспоминаю, когда он учился. Это был бас такой вот молодой. Вот Эльвира правильно сказала про вино, да, она аналогию провела. И он так пел, что я понимала, что он будет из года в год наполняться тембром. И вот сейчас я вижу зрелого баса, слышу, у него тембр действительно стал гуще, богаче. И это он очень тонко проявил, вот, особенно в первом отделении, где очень сложная музыка на такого искушенного зрителя. Но настолько это красиво, хорошо спел, ему техника пения помогла. И вот этот голос, который уже большим количеством красок проявляется, да, дал возможность вот понять, здесь же не все профессионалы слушали, но они настолько слушали, настолько он тонко это все передал, это и сердцем, и техникой пения. И вот этой вот зрелостью голоса, который у баса из года в год нарастает, эта зрелость в хорошем качестве. Вот я очень счастлива, что именно такую музыку в его исполнении сегодня послушала. Которая Мы соскучились, практически поэтому... не звучит на башкирской Это сцене. очень потому редко, что Дон Кихот, он ведь разный. Это Вы знаете, на более столичных площадках даже мало звучит. Потому что это, в общем-то, большой, так сказать, можно сказать, вызов вот именно с таким репертуаром выйти как бы на суд, можно сказать, публики, которая от него всегда ждет лучшего. И он оправдал вот этот вот такой вот выход свой тем, что покорил. Вот всех без исключения в зале он покорил. Каждый свое услышал и был счастлив. О просветительской направленности сегодняшнего концерта там была и цель освещения. Многие произведения для уфимцев не знакомы, мало знакомы. Конечно, такие концерты, они существуют, когда мастер, настоящий мастер, который уже достиг такой вершины своего мастерства, естественно, ему хочется донести до зрителей что-то новое, свежее для слуха, для восприятия. И, конечно, тут помогает не только мастерство Оскара Амировича, тут еще помогает безграничное
безграничная энергетика, харизма, обаяние. И в преддверии 8 марта получить такой подарок женщины, я думаю, остались все сегодня счастливы, довольны в нашем зале. Свидетельствуют такие горячие аплодисменты после концерта. Я вспомнила, когда увидела название «История любви», я почему-то вспомнила, вот, Алане же, есть же «История любви», вот это известное такое произведение, такое попсовое, но клевое, да? Я думаю, неужели и это прозвучит? Может быть, когда-нибудь и прозвучит. Оскар Амирович, по-моему, все жанры подвластны. Он что захочет, то и донесет до публики. Обычно теноровые дела, но здесь это гениально. Ну, в Гранаду, например, всегда тенора поют, да? Как бы произведение считается теноровое. Но Оскар Амирович, он не боится из голоса забрать произведение и к себе к басовому прикрепить. Не пой, красавица, при мне, пожалуйста, сопрановый репертуар. Рахманиновский, да. Да, неожиданно. Как рады появлению Рахманинова здесь, Чайковского. Вот то, что практически не бывает на этой сцене. И еще один момент. Вот небольшой экскурс, пока наш герой идет к нам, небольшой экскурс за это 5-летие. Как он качественно растет, да? Вот буквально недавно на 300-летие Академии наук его выступление, вот такой грандиозный концерт с российскими исполнителями, где он совершенно в другом виде предстал. В другом жанре. Это песни из кинофильма, да? Судьба, любовь, судьба и так далее. Тоже. Это то, что вот, люди по песне узнают. Также у него вот активная такая подвижническая работа. Концерт на Саур-могилы. Тоже это достижение. И многие другие вещи, выступления, о которых мы мало пока что знаем. Вот то, что он когда-то вот количество превращается в качество, и вот этот момент мы наблюдаем. Ну и конечно же, Академия оперного пения, вокального искусства, которую он открыл, которую он тогда упомянул на фестивале «Шаляпинские вечера» и на международном конкурсе молодых исполнителей. Он сказал, это будет. Было сказано в 2018 году. И в 2023 мы уже получили первый выпуск. Светлана Амбарова, вы тоже участник, свидетель этих событий. Академия вокального оперного пения Оскара Абдразакова. Можете добавить? Ну, вы знаете, я знаю, что очень серьезно был этот проект обсуждался, там программа выстроена, написана очень грамотно, и, естественно, они хороших результатов добиваются. Так, сейчас... Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar regia di fantasia, mi cantar regia di fantasia.
Granada, totiera, estrellera, de lindas mujeres, de sangre del sol. De rosas de suave fragancia que le de marco la Virgen morena. Granada, totiera, está llena de lindas mujeres de sangre de sol. Ты куда убежал, маэстро? Я интервью. Давай. На башкирскую сцену. Первый. Первый? Да. Вас поздравляю с дебютом в башкирской столице и с таким ярким сольным концертом, который уфимская публика ждала аж 1,5 десятилетия. Вы знали об этом? Прекрасно. Я об этом не знал еще неделю назад, что я буду участвовать в этом концерте. Идея появилась спонтанно. Оскар позвонил мне и спросил, есть ли у меня время. Я немножко переставил планы. Поэтому сегодня в 4 часа я улетаю снова в Петербург. У меня там завтра 2 спектакля. Но я нашел время, потому что с Оскаром нас связывает давнишняя дружба. И мы неоднократно исполняли спектакли в Мариинском театре. Я для себя открыл ваш театр, ваш прекрасный оркестр. Вы можете им гордиться. Это жемчужина Уфы. Очень много молодых музыкантов. Есть музыканты опытные. Все очень любят музыку, все стараются. И я надеюсь, что вы сегодня слышали наш результат. Он Вы получился упомянули прекрасным. нашу гордость. Вы открыли для себя этот театр. Я отметил с большим удовольствием, что у вас потрясающе выглядит театр. Не только акустика замечательная. И театр, по сравнению с Мариинским, он небольшой, но это именно то, что нужно для того, чтобы каждое слово певца могла наша публика услышать. Ну, я думаю, и артистов балета увидеть. Владислав, а теперь о вашем коллеге. Оскар Амирович, он часто дарит уфимской публике встречу со своими коллегами из Мариинки, из Большого. Да, много у него коллег по миру. Здесь он поставил 2 спектакля, он уже здесь дебютировал в качестве режиссера в том числе. Несколько слов о вашем коллеге, который является солистом и вашего театра, о нем, как уже, в этом году 55-летие, скрывать не будем, год юбилейным, поэтому в этот юбилейный год ваши приятные пожелания нашему земляку, вашему коллеге. Я могу сказать, что с Оскаром нас связывает не только профессиональная деятельность, но еще и дружба. Когда он пел в Мариинском театре в спектакле «Руслан» и Людмила главную партию, я уже на репетициях понял, что это будет шедеврально, и поэтому решил моего сына в 6 лет привести на этот спектакль. А это, надо знать, что это 5-часовой, очень тяжелый спектакль для юных зрителей. Для меня было очень важно первое его впечатление моего сына Димы. И, вы знаете, он просидел все 5 часов в первом ряду и смотрел на сцену с открытым ртом, потому что там был Оскар. Он пел замечательно. И для меня вот это первый подарок, вообще, который он сделал для моего сына. Так что я думаю, что наши отношения очень скреплены. И надеюсь, что наша творческая дружба продолжится. И мы еще споем и в Мариинском театре неоднократно. И, конечно же, здесь я бы очень хотел снова выступить. Меня очень тепло приняли. Это приятно. Надеюсь, вот эту постановку и Людмилу надо увидеть в Уфе. Нет у нас в репертуаре ведь. Было бы здорово. Пока нет. Было бы здорово. Это непростая опера. И
Не будем загадывать, рассказывать о планах. Может быть, что-то интересное выйдет. С вашим участием. Жгуче пламенны, и маят они страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где вражды запрет. Не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись. Вы загубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Вы загубили меня, очи черные, унесли навек мое счастье. Заслуженный артист Российской Федерации, народный артист Республики Башкортостан Аскар Абдразаков. Народный артист Республики Башкортостан Владимир Копытов. Симфонический оркестр театра. Дирижер Владислав Карпин. Корзина цветов от главы Республики Башкортостан Радия Фаридовича Хабирова. Дорогие наши любимые дамы, дорогие женщины, хоть не хочется вас назвать женщинами, дорогие девушки, счастья вам, добра, весеннего настроения, любви, красоты и, конечно же,
всегда приходите в театр оперы и балета Республики Башкортостан. Спасибо вам большое. Спасибо моей Дульсине и Наталье. До новых встреч!